Жители Цейского ущелья борются за сохранение древних традиций осетинского народа. В самый разгар летнего сезона базы отдыха переполнены, желающих познакомиться с достопримечательностями Северной Осетии много, но в погоне за зрелищами люди часто забывают о традициях. Специальные таблички с просьбами соблюдать нормы приличия не помогают. Те святые места, куда по негласному закону приходить женщинам запрещено, девушки с удовольствием посещают. Попытки местных жителей бороться с таким произволом пока результатов не дают. У входа в святилище туристы бросают бутылки и окурки. Недавно была взломана урна для пожертвований. Объяснить приезжим сакральное значение этого места попросту некому. Просто хочется обратиться к осетинам, не к лжеосетинам, а к настоящим осетинам, чтобы они просто дорожили тем, что им оставили наши предки. Чтобы, заходя в святое место, обращали внимание на надписи, на которых написано, что запрещено, что можно на этих святых местах делать. Вот. И все, просто быть человеком. В Цейском ущелье двое молодых людей решили своими силами восстановить тропу к святому месту. Одно из 9 святилищ, возведенное в честь покровителя мужчин и путников, у Аштарджи имеет многовековую историю. Но вот уже 15 лет из-за плохой дороги добраться сюда очень сложно. В течение месяца Мурат Чегоев и Чермен Басиев с помощью косы и кирки пробивают дорогу на вершину холма. Молодые люди надеются, что после восстановления дороги традиции предков вернутся. Свою работу они планируют завершить уже осенью. Ансамбль Хурутен отправился на фестиваль, который пройдет в Швейцарии. Артисты выступят на престижном мировом смотре, который в этом году отмечает 40-летний юбилей. Представлять республику за рубежом будут 27 детей из младшей группы. Исполнение детского национального танца также увидят зрители Польши, Германии и Чехии. Гастроли продлятся 10 дней. Многие из ребят впервые выезжают за пределы Северного Кавказа. Танцы мы везем только свои национальные. Вот. Будут танцы, никаких других, хотя у нас в программе очень много танцев других народов, но везем на фестивале, я стараюсь вести только свои танцы. Более чем в 10 летних оздоровительных лагерях Северной Осетии стартовала всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная ко Всероссийскому дню физкультурника. К мероприятиям, организованным полицейским ведомством республики совместно со спортивным обществом «Динамо», было привлечено более 600 детей. Во всероссийской акции приняли участие именитые спортсмены, сотрудники полиции, которые наряду с исполнением служебных обязанностей успешно проявили себя на спортивном поприще. Наши именитые спортсмены, которые являются также сотрудниками внутренних дел, были проведены мастер-классы и зарядки. Проведены веселые старты, где участвовали дети и были определены победители в этих соревнованиях. Значит, мероприятия подобного рода, они проводятся для пропаганды здорового образа жизни.